Сажитесь, коллеги. Всех приветствую. Давайте начнем работу. У нас сегодня аппаратное совещание очередное. Я сразу в самом начале сориентирую вас, что вот в таком формате мы будем теперь встречаться один раз в месяц. Это не означает, что у нас будет меньше общения. Будем по группам чаще общаться. Но вот такие ключевые вопросы общие будем доводить вот в таком формате раз в месяц, чтобы у нас больше времени было для операционной работы. Так, прежде чем мы приступим к рассмотрению повестки дня нашего аппаратного совещания, Сергей Витальевич Смирнов здесь у нас по предыдущим вопросам. Доклад у вас, пожалуйста. Я, по-моему, не представлял, да, исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртской республики Смирнов Сергей Витальевич. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Александр Владимирович, Виктор Алексеевич, Владимир Петрович, Дмитрий Ахметович, участники совещания. По предыдущим вопросам. Министерство труда и миграционной политики информирует, что просроченная задолженность по выплате заработной платы в республике имеется на 3 предприятиях. С марта выросла на 2 миллиона 600 тысяч рублей и составила на начало апреля 36 миллионов 800 тысяч рублей. Задолженность Чепецкого управления строительства 34 миллиона 500 тысяч рублей увеличилась на 3 миллиона. Конкурсным управляющим планируется погашение задолженности за счет реализации части имущества. Торги назначены на 24 апреля. Задолженность Камского института гуманитарных и инженерных технологий 2 миллиона 200 тысяч рублей выросла на 60 тысяч рублей. Планируется погасить задолженность в первом полугодии этого года за счет привлечения инвесторов и развития дополнительного среднего профессионального образования через дочерний колледж, который готовится к государственной аккредитации по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Впервые в этом году возникла задолженность Ижевского аэроклуба ДСААФ России в размере 100 тысяч рублей. Задолженность Ижевской автомобильной школы ДСААФ России 600 тысяч рублей погашена в марте полностью. Заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, выплачивается своевременно и в полном объеме. Уровень регистрируемой безработицы в республике на 5 апреля составил 1,11% от экономического развития, от экономически активного населения. Число официально зарегистрированных безработных 8927 человек, что на 442 человека меньше, чем на 1 января этого года. В базе вакансий службы занятости населения республики имеется 9900 вакансий. Министерство промышленности и торговли информирует о ценовой ситуации на продовольственном рынке. Сравнительный анализ цен на продовольственные товары показал, что с начала года среди 14 регионов Приволжского федерального округа Удмуртия улучшила свои позиции по 17 и сохранила по 10 из 33 наблюдаемых продуктов. На начало апреля по 27 группам продуктов питания цены в республике ниже соседних регионов Приволжского федерального округа. Рейтинг их стоимости находится на местах с 1 по 8. С начала года снизились цены на крупу гречневую на 21,3%, сахарный песок на 19%, масло подсолнечное, яйца куриные до 11%, мясо кур, свинину, рис, муку, соль до 7%, рыбу, говядину, маргарин, сметану, молоко, хлеб до 2%, колбасу полукопченую, творог, масло, сливочные сыры до 1%. На макаронные изделия, яблоки и чай цены не изменились. Увеличились цены на колбасу вареную, пшено до 1,5%, вермишель до 2,7%, капусту на 5,5%, баранину на 76%, морковь на 12%, картофель, лук до 25%. По стоимости минимального набора продуктов питания в марте республика заняла 8 место в ПФО и 15 среди субъектов Российской Федерации. Первое место – это самая низкая стоимость. Министерство транспорта и дорожного хозяйства информирует об открываемых сезонных автобусных маршрутах для доставки населения к садоогородным массивам. В этом году транспортные организации и индивидуальные предприниматели планируют осуществлять перевозки пассажиров на 66 сезонных пригородных маршрутах, что на уровне 2016 года. Основные перевозчики – это ОАО
ИПОПАД планирует перевозки по 22 сезонным маршрутам в Завьяловском, Малпургинском, Якшур-Бодинском районах. ООО «Удмурт Автотранс» планирует открытие 14 сезонных пригородных маршрутов для доставки населения городов Воткинска, Глазова, Можги и поселка Играм. Другие перевозчики, в том числе индивидуальные предприниматели, планируют открытие сезонных маршрутов в городе Ижевске и Завьяловском районе 6 маршрутов, в Сарапульском районе 7, в Увинском районе 5. 17 апреля перевозчиками будет проведено обследование сезонных автобусных маршрутов на соответствие их требованиям безопасности движения, после чего будут составлены графики открытия движения автобусов и расписания. Поручения, сроки исполнения которых не наступили, находятся на контроле. Доклад окончен. Спасибо, Сергей Витальевич. Коллеги, есть вопросы? Какие-то комментарии? Спасибо. Присаживайтесь. Двигаемся дальше. По вопросу оперативной обстановки в сфере обеспечения общественной безопасности слово представляется Первухину Александру Сергеевичу, министру внутренних дел по Удмуртской республике. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые руководители, итак,
слово исполняющему обязанности министра лесного хозяйства Журавлеву Сергею Серафимовичу. Уважаемый Александр Владимирович, Виктор Алексеевич, Владимир Петрович, Дмитрий Ахметович, уважаемые участники совещания. В текущем году исполняется 10 лет вступления в действие Лесного кодекса Российской Федерации, ставшего основой для проведения крупномасштабных реформ управления лесами в России. Он привнес много важнейших нововведений, включая передачу части полномочий в области лесных отношений на уровень регионов, а также разделил управленческие и хозяйствующие функции. Во исполнение требований кодекса в Удмуртии была создана структура управления отраслью с единым центром. Ее основными элементами является государственное казенное учреждение лесничества, на которое возложены функции управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также автономное учреждение Удмуртлес, выполняющее весь спектр лесохозяйственных, лесозащитных мероприятий, включая ведение питомнического хозяйства, работы по лесовосстановлению и уходу за лесами. Также на него возложена основная обязанность по предупреждению и тушению лесных пожаров на всей территории Удмуртии. Для этого учреждение располагает парком лесопожарной техники и инвентарем, а также штатом высококвалифицированных специалистов. Если говорить о структуре управления в целом, то она неоднократно получила положительную оценку со стороны руководства Федерального агентства лесного хозяйства, прошла проверку временем, на деле доказав свою состоятельность и эффективность по исполнению переданных первоочередных задач, которыми были и остаются воспроизводство лесов, повышение их продуктивности, а также охрана и защита лесов, в том числе от пожаров. Конечно, под влиянием объективных факторов, таких как мировые кризисные явления и не всегда последовательные изменения, вносимые в лесное законодательство, время от времени нам приходится сталкиваться с различными родами проблем. Одна из них – тяжелое финансовое положение специализированного учреждения «Удмуртлес». В условиях недостаточного финансирования отрасли, которое наблюдается на протяжении ряда лет, учреждение выполняет мероприятия в рамках государственного задания за счет средств от приносящих доход деятельности. Так, например, в 2016 году из общего объема финансового обеспечения выполнения задания 37% составили средства бюджета Удмуртской республики, 1% средства федерального бюджета и 62% средства самого учреждения, полученные от реализации древесины. При этом в 2016 году объем платежей, поступивших от деятельности учреждения в консолидированный бюджет, составил почти 245 миллионов рублей. В целом по Министерству лесного хозяйства в прошлом году было перечислено 412 миллионов рублей в виде налоговых и неналоговых платежей. Одним из основных источников перечисленных в бюджет неналоговых платежей является поступление от аренды лесных участков. В 2016 году действовало 555 договоров для различных видов использования на общей площади более 1 миллиона гектаров. Для заготовки древесины были представлены 901 тысяча гектаров. Предельный ежегодный объем заготовки древесины составил порядка 2,5 миллионов кубометров из 3,8 миллионов установленных расчетной лесосеки. В текущем году количество договоров может существенно сократиться вследствие проблемы, связанной с обжалованием в судебном порядке передачи лесных участков, в границах которых расположены государственные охотничьи заказники. На сегодняшний день один договор расторгнут по решению суда. Созданный прецедент может стать причиной для расторжения и других договоров, что приведет к увеличению площадей, не переданных в аренду, и повлечет за собой дополнительные расходы на проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Также сократятся поступления в бюджет перечисленные оплаты за использование лесов. В свете сложившейся ситуации под ударом оказались приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, которые на сегодняшний день осуществляются двумя предприятиями, в аренду которых передано 212 тысяч гектар, то есть 24% от общей площади, предоставленной для заготовки древесины. На участках, свободных от аренды, основными лесозаготовителями являются граждане, осуществляющие заготовку древесины на основании заключенных договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в 2016 году на основании изменений, внесенных в лесное законодательство, было возобновлено проведение аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В течение прошлого года было проведено 6 таких аукционов, по результатам которых продано 38,5 тысяч кубометров древесины со средней стоимостью 221 рубль за 1 кубометр. В 2017 году планируется выставить на порядка 100 тысяч кубометров древесины. Это позволит, с одной стороны, поддержать малый и средний бизнес в республике, с другой обеспечить дополнительные поступления в республиканский бюджет порядка 20 миллионов рублей. Организации использования лесов придается большое значение, поскольку это направление деятельности обеспечивает пополнение федерального и регионального бюджетов и является основной составляющей всего лесоуправления. Однако серьезной проблемой, усложняющей работу и напрямую связанной с проблемой финансирования, остается состояние материалов лесоустройства, срок давности которых по некоторым лесничествам достигает более 20 лет. Устаревшие сведения препятствуют формированию лесных участков для передачи их в аренду, в том числе для реализации инвестиционных проектов, затрудняют определение соответствия потенциально возможных лесосырьевых ресурсов, заявленных потребностям арендатора. Отсутствие актуальных материалов лесоустройства усложнит и предстоящую большую работу по разработке стратегически важных документов лесного планирования. Это лесной план Удмуртской республики и 25 лесохозяйственных регламентов лесничества, срок действия которых истекает в 2018 году. Отмечу, что для проектирования этих документов потребуются значительные денежные средства. Одним из важнейших направлений деятельности Минлесхоза является воспроизводство лесов. На сегодняшний день имеющийся запас семян лесных растений составляет 8 тонн. Автономное учреждение Удмуртской республики Удмуртлес, которое занимается их заготовкой и хранением, проводит работу по реализации части семян в другие регионы. В 2016 году лесовосстановительные мероприятия в республике выполнены более чем на 100% от плана. В частности, искусственное лесовосстановление выполнено на 101%, подготовка почвы под лесные культуры будущего года на 110%, дополнение лесных культур на 119%. Лесовосстановление – одно из самых затратных мероприятий. К сожалению, средства на его проведение выделяются по остаточному принципу. По этой причине, а также ввиду того, что в последние годы значительно увеличились объемы санитарных рубок, проводимых в том числе в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 2010 года, в республике наблюдается рост непокрытых лесом площадей. Затрагивая тему санитарной безопасности лесов, хочу остановиться на некоторых законодательных новеллах. В соответствии с федеральным законом номер 455 ФЗ, вступившим в силу с 1 октября 2016 года, назначение санитарно-оздоровительных мероприятий должно быть согласовано с федеральными органами исполнительной власти. Процедура согласования и оформления дополнительной документации занимает порядка 1 месяца, что не только увеличивает сроки планирования рубок, но и затрудняет процесс получения гражданами древесины для собственных нужд. Также законодательством установлено требование о возможности назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, смешанных по составу лесных насаждений, только в вегетационный период, то есть с мая по октябрь. Все эти изменения значительно повышают нагрузку на работников государственных казенных учреждений лесничеств, которые и без того осуществляют патрулирование лесов Удмуртской республики сверх нормативов, установленных приказом Минприроды России. Переходя к вопросу обеспечения пожарной безопасности в лесах, хочу подчеркнуть, что если количество лесных пожаров чаще всего зависит от погодных условий и так называемого человеческого фактора, то площадь распространения пожаров – это своего рода показатель уровня организации пожаротушения. Именно поэтому основной задачей работников лесопожарных формирований является своевременное обнаружение очагов возгорания, оперативное реагирование и профессиональное тушение пожаров на начальной стадии их развития. Статистика показывает, что в Удмуртии создана действительно эффективная система охраны лесов от пожаров. Даже по итогам сложного по погодным условиям лета 2016 года, когда на территории республики были побиты температурные рекорды многих лет, а в лесах вводился особый противопожарный режим и устанавливался запрет на посещение лесов, обстановку в лесном фонде удалось удержать под контролем. Не было допущено ни одного крупного лесного пожара, тем более случаев перехода пожаров из лесного фонда на поселения и объекты социальной сферы. Несомненно, важное значение для обеспечения пожарной безопасности в лесах имеет качественная подготовка к пожароопасному сезону. Обычно она занимает у нас порядка 7 месяцев. Например, подготовка к предстоящему пожароопасному периоду началась еще в октябре прошлого года и в настоящее время выходит, что называется, на финишную прямую.
На сегодняшний день подготовлена вся нормативная база, включая документы, утвержденные на уровне правительства Удмуртской Республики, Министерства лесного хозяйства и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Заключены и пролонгированы межведомственные и межрегиональные соглашения. Скорректированы маршруты авиационного мониторинга и наземного патрулирования с учетом расположения особо горимых территорий и участков с высокой рекреационной нагрузкой. При выполнении этих работ большое значение имеет техническая оснащенность лесопожарных формирований, в том числе наличие исправного автотранспорта, запчастей и горюче-смазочных материалов. К сожалению, в свете существующих проблем с финансированием отрасли эта тема является одной из самых актуальных на сегодняшний день. Высокий процент изношенности автомобилей подведомственных Минлесхоза учреждений значительно затрудняет работу лесных пожарных, особенно в период высокого класса пожарной опасности, когда увеличивается кратность проведения патрулирования земель лесного фонда. К предстоящему пожароопасному сезону автономным учреждением Удмуртлес подготовлена 21 пожарно-химическая станция и 22 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря. Проведено обучение специалистов, принимающих участие в тушении лесных пожаров. Всего численность лесопожарных формирований составила 384 человека. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций заключены договоры на оказание услуг по тушению лесных пожаров с арендаторами лесных участков, МЧС России по Удмуртской Республике и сторонними организациями. Группировка дополнительных сил и средств насчитывает 898 единиц техники и 1617 человек. Для отработки и качества организации взаимодействия различных служб, ответственных за ликвидацию возгораний в лесах и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, 24 марта проведена республиканская тренировка. В ходе тренировки были проработаны организационные вопросы, навыки диспетчерских служб при получении информации об обнаружении лесных пожаров, практические действия по эвакуации населения из зоны условного пожара, а также приемы и тушения во взаимодействии с привлекаемыми сил и средств. Для повышения уровня межрегионального взаимодействия проведены командно-штабные учения с диспетчерскими пунктами лесного хозяйства Удмуртии, республик Башкортостан и Татарстан, Кировской области и Пермского края. Задачи, поставленные в ходе учений, были выполнены оперативно и качественно. Большое внимание уделяется проведению профилактических мероприятий, одним из которых является контролируемое выжигание сухой травянистой растительности на землях лесного фонда. Выполняются они в весенний период после схода снежного покрова и до начала пожароопасного сезона работниками лесного хозяйства, прошедшими специальными обучением, строго с соблюдением требований правил пожарного режима и правил пожарной безопасности в лесах. В текущем году контролируемое выжигание будет проведено на площади 90,2 гектара. В настоящее время активизирована разъяснительная противопожарная работа с населением, в том числе при помощи средств массовой информации и распространения наглядной агитации. Проводятся встречи, лекции, уроки в школах, занятия в дошкольных учреждениях. В рамках Года экологии в весенне-летний период будет проведена информационная кампания против поджогов сухой травы под названием «Береги лес». В заключение своего выступления хочу сказать, что пожароопасный сезон начинается буквально на следующей неделе. Проверка, проведенная Департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, подтвердила готовность Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики к предстоящему пожароопасному сезону. Со своей стороны могу заверить, что несмотря на трудности и возникающие проблемы, работники лесного хозяйства в этот юбилейный для отрасли год постараются сделать все от них зависящее для выполнения поставленных задач, в том числе по обеспечению пожарной безопасности в лесах республики. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы есть, Сергей Сергеевич? У меня вопрос. Вы диаграмму показали по лесовосстановлению. Она такая очень красноречивая. Значит, объем, да, выбытия. Да. Я правильно понимаю, что когда мы соглашение заключаем с предпринимателями, то у них обязанность есть по лесовосстановлению? С арендаторами? Конечно. Арендаторы свои объемы выполняют в полном объеме, которые у них запланированы согласно договоров аренды. Эти объемы у нас происходят из-за роста того, что мы отпускаем древесину для местного населения. Это санитарно-оздоровительные мероприятия. Это после аукционов. Я вот понял, то есть предприниматели у нас точно выполняют соглашение. Тут работа ведется полностью. Доложите мне тогда по объему штрафов. Значит, у нас их 0. Почему?
То есть Штрафы? есть. Штрафы тоже есть. Кто-то все-таки не выполняет. Там, понимаете, есть у нас план, график выполнения работ, которые они обязаны выполнять в установленное время. Некоторые не своевременно выполняют, поэтому сразу накладывают. Вот хотелось бы узнать, сколько этих некоторых в течение года. Нет, сейчас можно не отвечать. Я уже Подготовим. примерно знаю. И будем искать не только из бюджета, где средства на лесовосстановление, а еще и исполнение обязанностей арендаторов там, и других субъектов. Подготовьте, хорошо? Хорошо. Спасибо. Следующий вопрос повестки. Готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей Удмуртской Республики к весенне-полевым работам. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Прохоров Александр Аркадьевич. Александр Аркадьевич, пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый Виктор Алексеевич, уважаемый Владимир Петрович, Дмитрий Ахметович, мы подходим вплотную к основному циклу сельскохозяйственных работ, это весенне-полевые работы. Какие задачи предстоят перед нами? Значит, объем ранних весенне-полевых работ составляет 481 тысяча гектар. Из них по структуре, значит, следующую таблицу покажите, Мария Владимировна. Значит, общий объем 481 тысяча, естественно, самый главный объем это зерновые и зернобобовые культуры, практически 400 тысяч гектар. Обращу внимание еще на два составляющих, это лен, долгунец, 5 тысяч гектар, один из самых высоких объемов Российской Федерации. Значит, и кормовые культуры, которые составляют 59,8 гектар. Какие ресурсы мы сегодня имеем? Главный ресурс, который сегодня заложен на поля, это объем произведенных работ осенью 2016 года. Оно, значит, исчисляется сегодня в рублях порядка 2,5 миллиардов рублей. В объемах это, значит, спашка зяби. Мы спахали на 20 тысяч гектар больше, чем в 2015 году. Это, значит, заложенные семена, значит, прошлого года засыпано 76,6 тысяч тонн, значит, процент составляет 104%. По качественным характеристикам семена сегодня, значит, превышают на 12 порядков прошлого года. 77% было, значит, в 2016 году. На сегодня, значит, 86, это последняя цифра. Думаю, что вопрос по семенам не возникнет ни в одном из районов. Лидеры, значит, вот показаны: Вовожский, Алнарский, Завяловский, Можгинский, Гороховский и Воткинский районы. Они практически заложили и подготовили семена на 100%. Следующая составляющая из ресурсов это, значит, техника. Техника сегодня готова к, значит, посевным работам на 91%. И по, значит, культиваторам, и по, значит, сеялкам. По составляющим структурным, значит, лен, семена льна сегодня на 100% республика, значит, обеспечена. Семена картофеля, семена посевных площадей многолетних трав тоже. Этот год, значит, ну, я думаю, что сработала смекалка агрономов районов и хозяйств. Семена многолетних трав заложены в 2 раза больше, чем необходимо было по плану. По, значит, по горюче-смазочным материалам вопрос решен полностью в Удмуртской Республике на начало весенне-полевых работ. Значит, административный ресурс. Мы в течение 1,5 месяцев провели все, значит, во всех районах совещания. Мы лично с Сергеем Аркадьевичем провели в 19 районах, остальных были заместители министра сельского хозяйства.
проведена работа по, значит, организации общереспубликанского подхода к этим, значит, работам. На прошлой неделе прошли в 2 этапа совещания с северной зоной, с южной зоной Удмуртской республики, на которых определены детали и нюансы проведения весенне-полевых работ. Финансовая составляющая. На сегодня отработана схема получения сельскохозяйственными предприятиями, значит, сумму средств на 853,5 миллиона рублей. Эти средства до весенне-полевых работ будут, значит, в хозяйствах. Мы на сегодня уже дошли до, значит, селян, до хозяйств 69 миллионов рублей, значит, с половиной. Остальные практически на этой неделе дойдут до селян. Лимитирующий фактор, то есть проблемы. Самая главная проблема – это природный фактор. К сожалению, позапрошлый год у нас был годом переувлажнения, прошлый год был годом засухи. Сегодня мониторинг состояния почвы, состояния погоды тоже, так сказать, вызывает определенные проблемы. Синоптики официальные предрекают нам примерно 79-й год. 79-й год был самым урожайным годом в советский период, но практически 20% урожая осталось на полях. Такую же погоду предрекают официальные синоптики. Мы сейчас ведем мониторинг, в том числе и практиков, которые записывают десятками лет, значит, состояние погоды. Значит, Александр Владимирович, примерно, значит, май-июнь будет классический, вторая половина лета будет переувлажненная, и, значит, мы сегодня должны сконцентрироваться на том, чтобы максимально короткий срок провести уборочные работы, а для этого необходимо максимально короткие сроки провести весенне-полевые работы. Срок начала посевных работ примерно на неделю, значит, запаздывает по классической схеме. Мы думаем, что выйдем на весенне-полевую работу с учетом сегодняшних прогнозов примерно через 10 дней. Активная фаза работ весенне-полевых будет между праздниками 1 мая и 9 мая. Надеемся, что административные схемы, ну, скажем так, оперирования весенне-полевой работы — это штабы, республиканский штаб, районные штабы, значит, и организованные схемы администрирования в хозяйствах позволят нам в максимальной степени за 10 дней основные объемы весенне-полевых работ, значит, произвести. У меня доклад завершен. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Коллеги, вопросы есть? Да, пожалуйста. Александр Аркадьевич, поясните, пожалуйста, вот у нас в соотношении с предыдущим годом, с 2016 годом, значительно уменьшены затраты на семена и на ГСМ. У нас ГСМ подешевела или площадь посевных? Ну, в этой табличке, значит, семена, вернее, обозначена сумма закупа семян. У нас 43,7 хозяйства в Удмуртской республике, 11,5 тысяч тонн, значит, семян готовы для продажи селянам. В этой, значит, строке как раз сумма по закупу семян. Я обозначил сумму в 2,5 миллиарда, там, значит, в том числе и семена, которые заложены в хозяйствах. Их 76 тысяч тонн. ГСМ, значит, ГСМ упала, значит, во-первых, на прошлой неделе мы, значит, провели совещание, в том числе и с поставщиками топлива. Они нам, значит, обещают определить бонус в 900 рублей на значит, закуп топлива на весенне-полевые работы. И с учетом того, что уже в запасах есть, значит, определенное количество топлива, на сам ход весенне-полевых работ нужно будет купить поменьше топлива. Я не совсем все понял, ну ладно, потом разберемся. Александр Аркадьевич, еще один вопрос. Почему у нас по сравнению с предыдущим годом вот, доведение средств на посевную, я посмотрел, почти в 10 раз у нас меньше в настоящий момент. У нас в чем проблема?
Ну, проблема, прежде всего, одна, так сказать, бюрократическая, Александр Владимирович. Дело в том, что Прекрасный ответ. Давайте определимся, в каком звене в бюрократические чем проблемы. заключается. Ну да. Значит, в соответствии с теми нормами, которые сегодня Минсельхоз России определяет ресурсы по регионам, значит, вышло 800, так называемое 887 постановление, значит, Российской Федерации, которое регулирует очень четко ответственность, значит, регионов по получению средств. Там я не буду, так сказать, в подробности, наверное, всех, так сказать... Александр Аркадьевич, я вводить. прошу прощения, я Мы- перебью ровно потому, что я уже начинаю запутываться. Давайте не от постановления, а от простого ответа на вопрос. В 2016 году к этому моменту у нас значительно больше средств было уже доведено на посевное. На этот момент в этом году меньше. Можно без ссылки на постановление, я все наизусть не знаю, и коллеги не знают. В чем у нас проблема? Вы сказали, значит, бюрократы. Так, Не бюрократия, так сказать, оформление положений по выделению средств, Александр Владимирович. Мы эти вопросы сейчас решаем, ну, практически решены вопросы. И максимальные средства на этой неделе будут у хозяйства. хорошо. Ладно. Спасибо. Коллеги, у нас основная повестка закончена, но у нас есть еще несколько важных вопросов. Вы знаете, моя первая поездка была в Симонику, тут уже много об этом говорили. Ситуация в поселке была такая, что вышла на уровень президента России. Сегодня я хочу поблагодарить коллег, Сударикову Наталью Алексеевну, Фомина Петра Матвеевича, Первухина Александра Сергеевича за оперативное реагирование на ситуацию. Я бы хотел, мы и с главой значит, города и с министром Марининым эту ситуацию подробно обсуждали. Александр Александрович, доложите коротко, и какие у вас там есть, я знаю, инициативы по этой теме. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый Виктор Алексеевич, Владимир Петрович, Дмитрий Ахметович, уважаемые присутствующие коллеги. Действующую под программу «Жилищное хозяйство» муниципальной программы городского хозяйства на 2015-2020 годы предлагается внести изменения. В программу должны быть включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2012 года. Для рассмотрения очередности переселения граждан необходимо создать общественную комиссию и необходимо разработать критерии отбора. Предлагаются следующие критерии. В программу включаются многоквартирные дома, признанные аварийными, где принято решение о сносе в установленном порядке. Жилые помещения, подлежащие расселению в связи с необходимостью исполнения судебных решений, вступивших в законную силу. И дополнительным критерием для расселения, в частности, домов в Симонихе, чтобы их можно было в первоочередном порядке расселять. Еще один критерий – это многоквартирные дома, находящиеся на территории, которая в силу погодно-климатических условий и отсутствия элементов инфраструктуры оказывается исключенной на определенный период от транспортной доступности. Какими средствами предлагается осуществлять мероприятия по расселению? Это перепланировка, реконструкция нежилых Александр помещений. Александрович, я извиняюсь, надо было начать немножко не с того. В общем, у коллег есть инициатива и они представляют свою программу по переселению из ветхого аварийного жилья. Муниципальную программу по переселению из ветхого аварийного жилья. Прям была такая. Продолжайте. Следующими инструментами предлагается реализовать программу. Перепланировка, реконструкция нежилых помещений муниципального жилищного фонда, перепланировка, реконструкция жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, которые сегодня не соответствуют никаким нормам и находятся в неприглядном виде, предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, выкуп жилых помещений у собственников, строительство нового жилья, приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Ресурсное обеспечение программы – это средства бюджетов Удмуртии и города и целевые безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
Справочно доведу информацию. По состоянию на 1 апреля 2017 года в городе Сарапуле признано в установленном порядке после 1 января 2012 года аварийными и подлежащему сносу 31 многоквартирный дом. Площадь жилых помещений, в которых составляет примерно 7 тысяч квадратных метров. И что касается Симонихи, здесь расположено 12 многоквартирных домов. Это дополнительно к тем цифрам, которые я назвал выше. Их общая площадь составляет около 3000 квадратных метров. Таким образом, оценочно объем средств на решение всех вопросов, озвученных, исходя из этих цифр, составляет более 300 миллионов рублей. А расселяемая площадь порядка 10 тысяч квадратных метров. Готов ответить на вопросы. Спасибо за внимание. Иван Васильевич, есть зачем добавить? Нет? Ну, смотрите, речь идет не о 200 миллионах рублей. То есть понятно, что это цифровка всех, так сказать, затрат. Речь идет о том, чтобы мы искали возможности, не дожидаясь федеральной программы. У нас такая установка есть, очень интересная. Вот там программа заканчивается, значит, средств нет, помочь ничем не можем. А если посмотреть, у нас средства есть и на асфальтирование странных участков дорог, и на другие траты, не буду сейчас углубляться. Это первое. Второе. Вот вы же нашли второй этаж общежития, правильно? Неиспользуемый, который можно, вложив небольшие средства, использовать для комфортного, нормального жилья, верно? Нашли. Чего же мы тогда ждем? Мы с вами будем так потом собираться. Вот в Болезино подростки играли, да, крыша обвалилась, и мальчик погиб. Ну что, будем разводить руками? Говорить бывает? Мы чего ждем? У нас люди в таких условиях живут. Вот завтра я поеду в Малопургинский район, сейчас об этом чуть попозже скажу. Поэтому, обращаясь к главам муниципальных образований, счет выставлять республике 200, там, 300, чтобы всех растить, не надо. Не работает. Изыскивайте возможности. Смотрите на тот, значит, фонд, который можно, значит, перерегистрировать, если там не жилое в жилое, и так далее, и так далее. Понятно, что есть здесь много нюансов и со стороны граждан, все это понятно. Но есть очевидные ситуации, очевидные, которые не требуют никаких комментариев. А мы сидим и ждем федеральной программы. Иван Васильевич, я вас тогда прошу, вы докрутите эту программу, представьте ее, значит, соответственно, более конкретно, потому что я услышал цифры там и квадратные метры, и деньги. У вас есть в этой программе, насколько то, что я увидел, конкретные объекты, которые можно отремонтировать. Мне четкие нужны расчеты, будем смотреть, откуда изыскивать средства. Но программу нужно продолжать. По крайней мере, тех, кто вот крайняя степень нуждаемости, я думаю, всем понятно. Да, Александр Александрович, спасибо. Проходите. Я на, по-моему, первом заседании правительства или на ВКС с главами муниципальных образований мы говорили о подобных населенных пунктах. У нас их несколько в Удмуртии, и я, Виктор Алексеевич, просил, чтобы министры, значит, курировали такие территории. Вы сказали, что и так у вас есть распределение за закрепление, да, каждого муниципального образования, каждого района, городского округа. Но у меня в этой связи возникает вопрос, если закрепление есть, ну чего ж тогда у нас с Симонихой так получилось? Либо мы формально относимся, да, либо еще что-то. Коллеги, значит, я предлагаю членам правительства, у кого есть что рассказать и доложить по подобным населенным пунктам, сейчас вкратце выступить. Есть такие? Нет. То есть у нас в других населенных пунктах, трудодоступных, ситуация благополучная. Значит, у нас КАМАЗы вахты ездят, обеспечивают медицинским обслуживанием, продуктами и так далее. Правильно? Хорошо.
Будем проверять. Спасибо. У меня, Виктор Алексеевич, просьба с коллегами, подумайте. У нас же комиссия по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при правительстве есть. Я предлагаю включить в план работы комиссии вот также вопросы по обеспечению вот нормальной жизнедеятельности в труднодоступных населенных пунктах вперед паводка. То есть заранее мы уже понимаем наверняка, в каких у нас населенных пунктах будут проблемы в течение месяца-двух, и включать их в план. Хорошо? Кто у нас за Малопургинским районом закрепленный из министров? Деревня Кичева, 7-квартирный дом, находится удобство здесь на улице. Проблема известна, поднималась. Ждем Известно, поднималась и решение. лучше дальше не продолжайте. Если нет, вот, понимаете, есть план 1, 2, 3, 4, 5 и срок исполнения. Если этого нет, хорошо, что вы в материале, завтра мы с вами туда едем и будем разбираться. Спасибо, присаживайтесь. Значит, прошу Новикова Ивана Геннадьевича присоединиться завтра, Горбачева Алексея Викторовича, Маринина Ивана Геннадьевича. Ну и к главе муниципального образования встречайте, я вас прошу, чтобы застройщик был там. Коллеги, кто отвечал, вот у меня все фотографии есть, мои сотрудники туда съездили. Во-первых, застройщику, исполнителю, пусть не тратят деньги и не закрашивают подоконники, которые все в плесени. И обои не клеят. Я знаю, что сейчас там происходит. Цирк не надо устраивать. Иван Васильевич, вникните, кто там всем этим занимается. И пусть готовится к переселению. Если они строили как для себя, то пусть семьей переселятся вот в то жилье, которое за средства федерального бюджета и регионального было построено. Завтра проверим. Я на полном серьезе говорю. Понятно, как выделялись средства. У нас термин появился: новое ветхое аварийное жилье. Уточним по времени, и завтра там будем с утра работать. Коллеги, в заключение. У нас по Воткинскому району, значит, там разворачиваются разные события напряженные. У меня масса обращений на мое имя. Я вам с первого дня сказал, и журналистам, и вам, что должны мы работать максимально открыто и честно. Я реагирую на практически все обращения граждан, которые приходят, значит, письменно, там, на почту в соответствии с законом, и даже на те, которые в социальных сетях. Не успеваю все просмотреть, их там тысячи, но самые такие кричащие, значит, по ним я буду отрабатывать. Поэтому общественный гражданский контроль неизбежен. Вот мы с Юрием Александровичем, слава богу, в коммуникациях и друг друга слышим. У меня там несколько десятков было по переходу подземному. Я задал вопрос, теперь понимаю, что в мае там ситуация будет решена. Я понимаю ее причины. То есть я готов вникать в ситуацию и выводы сделать соответствующие. И в том числе как-то оппонировать тем гражданам, которые необъективно вас критикуют. Но когда критика объективная, ну, разговоров быть никаких не может. Вот мы утро сегодня начали с господином Русиновым, с главой муниципального Воткинский район общения. Я не буду сейчас вникать в подробности и углубляться. Вы, наверное, знаете, что называется, в материале недостатка информации не было. Результатом, значит, нашего общения просьба об отставке. В соответствии с федеральным законодательством я этого сделать не имею права, но я обращаюсь к депутатам районным повнимательнее отнестись к
к заявлению. Повторюсь, я буду разбираться в ситуации, которая там в связи с этим сложилась. По некоторым сюжетам, что называется, перебор, коллеги. Это с одной стороны. С другой стороны, министру внутренних дел Александру Сергеевичу, к вам обращаюсь. Я посмотрел внимательно, какая там идет вокруг этой темы обсуждение и так далее. Там есть пару смелых заявлений от граждан, которые угрожают расправой дочери, которая в школу ходит. Пожалуйста, возьмите на контроль. Да, спасибо. В крайности не надо, значит, впадать. С чиновником мы разберемся. Я поэтому публично вам об этом и говорю, ситуации. Но те, кто допускают себе в отношении ребенка высказывания типа «повесим», коллеги, граждане, без комментариев, отношение будет точно такое же. Спасибо за обратную связь. Общественный контроль – это именно то, что благодаря чему мы будем двигаться с вами вперед и вверх, а не на месте стоять и не деградировать. Но имейте границы и понимание, о чем можно писать, подстрекать, о чем нет. Ну вот на такой ноте непозитивной мы заканчиваем наше аппаратное совещание. Вот я вас, знаете, всех прошу, и главам муниципальных образований, и вас, коллег, то, что в Воткинском районе там происходит и происходило, но это же ситуация не вчерашняя, а сегодняшнего дня. То, что мне сегодня ни один министр не доложил по муниципальным, по территориям труднодоступным, коллеги, плохо. Но я же как действую? Я же заранее вас, значит, прошу вникнуть. У меня же еще есть сообщения из других территорий. Вы все профессиональные люди. Уверен, все ответственно относитесь к своей работе. Чего ждете? Пока я выйду на территорию, снова на КамАЗе буду пробираться там с хлебом и медикаментами. Потом будем включать МЧС. Хорошей, плодотворной вам работы. Спасибо.